Сегодня программа «Каравай» познакомит с музыкальной культурой башкирского народа. В Казани уже много лет существует башкирская диаспора, участники которой создали национальный ансамбль «Актиряк» и эстрадно-фольклорный ансамбль «Тамар». Руководит этими коллективами певица и музыкант Айгуль Шарафеева. Изначально, когда я пришла в КЦ «Залесный» устроиться на работу, здесь как раз была актуальная тема возрождения башкирской культуры. То есть были непосредственно носители языка, выходцы из Республики Башкортостан. Я и сама являюсь выходцем из Республики Башкортостан, из города Уфы. Мне эта культура самой родная, да, и как бы я тоже являюсь носителем языка и работала в Уфе до этого с башкирскими коллективами. И мы собрали всех неравнодушных людей к башкирской культуре, и у нас получился замечательный ансамбль. По сей день мы вот сейчас, у нас уже репертуар очень большой, работаем мы 3 года, с 2019 года. Коллектива башкирские и татарские народные песни, а также эстрадные песни. Особое место в репертуаре коллектива занимают обрядово-фольклорные хореографические постановки. Естественно, так как наш коллектив фольклорный, у нас в программе есть, в репертуаре есть фольклорные номера. Это у нас Коргабыт Кахы, это Нардуган байрамы, это Курама Елаха байрамы. Вот сегодня вы сможете наблюдать, в нашей программе есть в концертной. Это у нас Башкорт Туе обязательно. А также у нас в программе, в репертуаре есть эстрадно-фольклорные номера. Это такмаки башкирские, частушки, это башкирские народные песни обязательно. В фольклорных номерах у нас есть и элементы танца башкирского, игра на народных башкирских инструментах, кубызи, кураи. На ударных инструментах мы тоже играем. В фольклорных постановках у нас принимают участие 2 коллектива. Башкирский фольклорный театр песни «Актиряк» и эстрадно-фольклорный ансамбль «Тамыр». То есть это дети и взрослые. Как и положено, показывать фольклор нужно все возраста нужны. Национальных и религиозных праздников. И мы чтим традиции нашего народа. Нашу концертную программу под названием «Юаса» мы начинаем с самого главного гостинца. Это башкирский обряд, который пришел к нам от далеких предков и, возможно, уже забыт. Этот обряд подготовки приданного для новорожденного малыша. Эти композиции, которые мы сейчас будем фольклорно показывать, они как раз основываются на бытовых сценках, да, то есть из жизни башкир, как это все проходило именно в таких деревенских, сельских условиях, да, то есть это рождение ребенка, как встречает его, еще, так скажем, ряд композиций будет. И вот непосредственно все это сейчас у нас реализуется в рамках нашего этнопроекта «Народная сокровищница» Милли. Мы ее назвали, и здесь у нас и выступление коллектива предполагается, и лектории, выставки, мастер-классы. И вот мы все это стараемся развивать здесь у нас в культурном центре «Залесный», на базе нашего учреждения культуры, на базе Дома дружбы народов Татарстана. То есть мы проводим ряд мероприятий. И, естественно же, все наши наработки мы выносим на широкую публику, на праздники, фестивали,
конкурсы, то есть везде участвуем, показываем. И спасибо, что есть интерес к нашей тематике и со стороны руководства города, со стороны руководства республики. И вот в данном случае Фонд культурных инициатив при президенте Российской Федерации также поддержал наш проект, и мы довольно-таки успешно стараемся его в этом году реализовать. Курама-Юлахы байрамы – это такой обряд подготовки приданного для новорожденного ребенка в семье. То есть это не сам праздник Бәпестуе и Сем Кошу, это у нас вот именно конкретно обряд подготовки приданного. То есть издавна люди боялись сглазить, они не готовили все, что нужно для ребенка, для новорожденного. В ожидании ребенка не готовили ничего. А когда уже появлялась весть, что родился малыш, тогда уже собирались помощи, собирались все, и дети, и взрослые, и под песни, под танцы готовили, вышивали все необходимое для ребенка. Это и есть наш обряд Курама-Юлахы байрама. В Башкирии большое значение уделяется традиционному укладу. Все национальные праздники празднуются в масштабе республики. А в древности обрядами сопровождались все самые значимые для человека события. Рождение ребенка, свадьба, похороны. Особое отношение у башкир было к рождению ребенка. Так беременная женщина на время становилась почти царицей. По обычаю нужно было исполнять все ее прихоти, чтобы обеспечить появление на свет здорового малыша. Детей в башкирских семьях очень любили и редко наказывали. Подчинение было основано только на непререкаемом авторитете отца семейства. Башкирская семья всегда строилась на традиционных ценностях: почитание старших, любовь к детям, духовное развитие и правильное воспитание детей. У башкир было два имени. Одно давалось сразу после рождения во время заворачивания младенца в первой пеленке. Оно так и называлось – пеленочное. А второе малыш получал при обряде наречения от муллы. Участница коллектива башкирского фольклорного ансамбля «Актыряк» и также являюсь в обществе башкир художником. Вот, представляю свои работы на тематику принятия ислама 1100 лет. Это булгары,
Нарисовала я это в стиле сюрреализм, мое представление. Бабушка мне много очень обрядов, она вообще сама по себе тоже была творческим, она с коллективом выезжала, и она мне рассказывала многие обряды, которые мы как раз вот сегодня будем представлять. Это вот именно точное описание, как мы встречали детей, да, новорожденных, далее, как мы обереги шили, как мы К сожалению, наши дети, им просто не интересно на наши традиции. И даже когда я участница, я приглашаю, допустим, внук своих детей и племянников, никто не хотят, им не интересно. Нужно, наверное, как-то переводить это на современный лад, чтобы наши дети были заинтересованы. Потому что действительно им не интересно, им рассказываешь, что, допустим, татарский или башкирский орнамент, тюльпан обозначает женщину, кипарис обозначает мужчину, что это СМС-ка, если перевести на наш лад, на современный лад, то есть все орнаменты это СМС-ка, то есть то же самое, вышивка платка, вышивка на скатерти. Там было со значением. Девушка обозначала и говорила, например, согласие, что да, я пойду за тебя замуж, когда давала вот этот платок свой вышитый. Или говорила, что я не хочу быть твоей женой, такого плана. А дети не хотят у нас это принимать, и поэтому как бы хотелось бы их привлечь. Еще когда я училась в Уфе, я попала в ансамбль, тоже фольклорный, башкирский фольклорный ансамбль «Майдан». Я была участницей, солисткой ансамбля, а когда уже я закончила учебу, мне посчастливилось стать руководителем этого ансамбля, и мы пели народные песни башкир, так как это Башкортостан, и как бы это было нормой. Вот. Так как-то оно и пошло, что в репертуаре и в моем, и в репертуаре коллектива, ансамбля, с которым я работала, обязательно, непременно были башкирские народные песни. А частушки, они как бы очень близки народу, и поэтому и весело, чтобы культуру башкирского народа воспринимали с теплом, с радостью. Мы берем не только протяжные песни «Одонкей», а берем вот именно такмаки в репертуар. В них можно показать элементы танца, игру на инструментах. Берем мы исполнение в 2 голоса, не больше, потому что люди, которые занимаются у нас, они не все занимались музыкой ранее, но с удовольствием поют, приобщаются к культуре. Поем пока только на 2 голоса. Башкирские народные песни наши исполняются сольно в основном.
Башкирский и татарский народ, они близки и по произношению, и по многим традициям. У нас родные, очень схожие традиции. И мы изначально не были одеты, наш коллектив. При поддержке фонда культурных инициатив президента Российской Федерации и непосредственно культурного центра «Залесные» нам были пошиты замечательные костюмы. Теперь мы уже все одеты с ног до головы. Ну, остаются, конечно, какие-то элементы костюма, которые мы еще в процессе работы. Теперь уже у нас таких больших трудностей нету. То есть вот до этого вам приходилось выступать в обычной одежде? До этого у нас был, во-первых, коллектив очень маленький, и одежды у нас было 5 комплектов мужских и женских. И, естественно, мы разрастались с каждым днем, и потребовалось уже больше комплектов костюмов. И появились дети. Вот год назад у нас образовался коллектив «Тамыр», коллектив «Спутник». И они, так как они участвуют в башкирских постановках, поют на башкирском языке, они тоже у нас пошиты на них костюмы. Они все носители языка? Нет, конечно. Как вы изучаете язык? Ну, вообще башкирский язык, произношение «д», «с», вот таких звуков, он очень похож на английский. И как бы мы вот стараемся через английский язык как-то им объяснить, что нужно прикусить язычок. Им нравится. Детки наши вообще с большим удовольствием ждут постановки нового обряда. Спрашивают, а что же мы будем, чем же мы будем угощаться на сцене в этот раз? Вот мы готовили настоящую гречиную кашу, так как харгабатхага это и есть гречиная каша. Вот детям с удовольствием нравится и лакомиться какими-то блюдами, которые в процессе мы рассказываем, что это было обрядом ваших мам, ваших родителей. Вот так и росли дети, вот так они развлекались. Раньше не было никаких гаджетов, игрушек. В общем, дети с большим удовольствием приобщаются к башкирской культуре. Айгуль Маратовне одет костюм традиционный демских башкир, который бытовал, значит, именно у башкир, проживающих на реке Дема. Вот это нагрудник, такой мы видим, да, очень красивый головной убор. Причем здесь были использованы мастером непосредственно работы, которые были изготовлены еще в прошлом веке, так скажем, да, то есть здесь натуральное серебро, сердолик, то есть это фактически такие музейные, можно сказать, экспонаты, и вот мы бережно все это храним и популяризируем, то есть костюм башкир в Казани, в Татарстане, показываем, насколько это все красиво, богато и интересно. Да, вот я в костюме сегодня также. Это костюм кантонного старшины, урядника, то есть такой, так скажем, служилого человека, башкирский костюм традиционный, который также был восстановлен по старинным литографиям, по старинным фотографиям, традиционный колпак, который носили башкиры,
также схожие колпаки были у народов Востока, у казахов, киргизов. Это военный, да? Ну да, в данном случае это какой-то такой служилого человека, да, то есть кантонный старшина, вот, Илян, кушак, все это украшено красивыми золотыми позументами. А удобно это носить? Да, то есть это абсолютно здесь все ткани, которые используются, что в мужском комплексе, что в женском комплексе, это 100%, так скажем, это натуральные ткани. Здесь это используется хлопок, это используется лен, то есть шерсть. Вот на мне елян шерстяной, то есть все это натуральные ткани, и довольно-таки это все хорошо дышит и, в принципе, удобно носить. Да. А вам удобно? Прекрасно, да. Как Тимур Зирякович отметил, из натуральных тканей пошиты наши костюмы. То есть нам очень даже комфортно не только танцевать, как бы и двигаться активно приходится во время номеров. Вот. Нравится костюм. И такое красивое прозвякивание, да? Вот. Да, звон этих украшений, он уже свою музыку, свою мелодию. Смотрите